Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие зрители. 14 столетий назад ислам сделал женщин одинаково ответственными перед Всевышним Аллахом в прославлении и поклонении Ему. Женщина в исламе имеет высочайшую степень, о чем свидетельствует множество аятов и хадисов. Одним из самых известных хадисов является тот, в котором пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Рай находится у ног наших матерей». Сегодняшнюю нашу передачу мы посвятим роли женщины в исламе. В гостях у нас преподаватель исламских наук и мама 4 детей Хайруниса Яглыева. Селям алейкум, хош келдіңіз. Хайруниса ханум, в светском обществе бытует мнение о том, что права женщины в исламе очень ущемлены. Скажите, пожалуйста, можете ли вы развеять этот миф? Этот миф был развеян еще с приходом нашего пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. В то время еще открыто Аллах Та'аля в аятах упомянул о женщине, о ее достоинствах, о ее значимости в жизни вообще. И открыто еще в Коране есть аят, где Аллах Та'аля говорит мужчинам жить с женщинами в добре, обходиться с ними хорошо и быть добродетелями с женщинами. Вот открыто, когда об этом говорится, здесь невозможно сказать, что женщина в исламе — это какое-то замкнутое или опущенное звено какое-то. Всевышний Аллах сказал: помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде. Сура Аль-Маидат, аят 2. В сегодняшней нашей рубрике «Этикет и здоровье по сунне» мы расскажем вам о важности взаимопомощи в исламе. В число того величественного, с чем пришел к людям посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и чем он сам всегда был занят, входит выполнение нужд людей, посредством чего устанавливается благо для людей и общества в целом. Всевышний Аллах недоволен теми, кто проявляет небрежность в этом деле. В Коране сказано: которые лицемерят и отказывают даже в мелочи, отказываются помогать людям. Сура Аль-Маун, аяты 6-7. Великим смыслом обучил нас посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказав: Аллах занят выполнением нужд того, кто занят выполнением нужд брата. Аллах отведет печаль в судный день от того, кто отведет от верующего мирскую печаль. Высокий смысл выполнения нужд брата раскрывает очень красивый хадис. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: оказание добра другим сохраняет от плохого конца. То есть, когда у тебя возникает проблема и нужда, Аллах избавляет тебя от нее благодаря совершенному тобой благому поступку, будь то милостыня, добро, оказанное кому-либо и так далее. Однажды пророк, мир ему и благословение Аллаха, ходил по рынку, желая что-то себе купить, и к нему подошла девочка, маленькая рабыня, с просьбой. Он, забыв о своих делах, отправился с ней, чтобы выполнить ее нужду. Рабыня сказала ему, что потеряла деньги, и пророк, мир ему и благословение Аллаха, купил ей необходимые предметы и отправился с ней в ее дом, чтобы заступиться за нее из-за ее опоздания. Такое поведение было характерно и для многих сподвижников, например, для Ибн Аббаса, Хасана, Ибн Али и других. Один из них говорил: «Самое лучшее для меня – это чтобы Аллах послал мне человека, у которого есть нужда, чтобы я выполнил ее». Это было самым любимым делом для сподвижников, ведь этому они научились у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и всегда старались следовать его пути. Вокруг нас много людей, нуждающихся в помощи и поддержке. Мы можем рассматривать состояние окружающих нас людей, рассматривать состояние их домов. Есть возможность помочь машиной тому, у кого ее нет, достать другому то, что он не может достать, решить дела другого, которые он не сможет сам решить, помочь в устранении дел дома, а также оказать помощь женщине, у которой нет никого в покупке с рынка необходимого. Ценно и важно оказать помощь людям, имеющим особые проблемы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал нам: тому, кто проведет слепого на расстоянии 40 шагов, прощаются предыдущие грехи. Размышлять над нуждами людей и быть чуткими к их проблемам – сунна посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обучил нас на добро отвечать добром, сказав: кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха. Он обучил нас говорить тем, кто сделал нам добро: джазак Аллаху хайран. Еще он сказал: тому, кто сделает вам благое, оплатите тем же, а если нечем отплатить, то сделайте за него дуа. Сделай дуа, чтобы тот, кто сделал тебе добро, почувствовал, что ты действием вознаградил его. Так пророк, мир ему и благословение Аллаха, всю жизнь протягивал людям руку помощи. Его дела были благом для всей уммы. На добро отвечал добром, и люди начинали делать ему добро. Будем подобны ему,
тоже рассматривая нужды людей и выполняя их. Если ты найдешь в себе этот смысл, то знай, что ты близок к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и к смыслу слов Творца. Скажи: «О Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Сура Аль-Имран, аят 31. А мы продолжаем нашу передачу. Я напоминаю, тема сегодняшней нашей программы – роль женщины в исламе. Расскажите, пожалуйста, нам о роли мусульманки в семье как матери и жены. Как жена, она должна быть целомудренной и покорной своему мужу. А как мать, она должна быть любящей и преподавателем своим детям. Вот ее роль такая. А как к ней должны относиться, то есть ее права, к ней должны относиться как к ценному. То есть женщина – это хранитель семейного очага. Как относиться к женщине, такой же и ответ получается иногда. Поэтому мужчины должны быть более обходительны, и дети должны быть более внимательными и более уважительно относиться к матери своей. Вот. Такие права вот есть у женщины, чтобы к ней относились. Наверняка, кроме прав, у женщины в исламе есть еще обязанности перед мужем и детьми. Расскажите нам об этих обязанностях. Вот если взять более светскую сторону, женщина-мусульманка, она не должна только находиться в семье. Это, конечно, в первую очередь. Она в первую очередь, как женщина, она должна построить карьеру женщины и материнства. Вот это первая карьера у нее должна быть в ее в намерениях. В дальнейшем женщина-мусульманка должна быть грамотной и образованной. Это не запрещается ей обучаться, быть преподавателем или каким-то профессором. Этого не запрещается в исламе. Наоборот, женщины-мусульманки, они намного активнее и намного ответственнее в этом деле. Даже вот если взять жизни пророка, в исламе, в исламском мире женщина очень главную роль сыграла. Вот до нашего прихода, изречений пророков, до нашего времени все это дошло благодаря женщинам, которые жили во время пророка и доносили до нас все его действия, всю его жизнь. Поэтому женщина, главная роль этой женщины — быть образованной, умной, целомудренной. Но опять-таки, в первую очередь, семья должна быть для женщины. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Ислам в мире» мы переместимся в древнейший город Иерусалим и расскажем о третьей по значимости в мире мечети под названием Аль-Акса. Мечеть Аль-Акса, расположенная на Храмовой горе в старом городе Иерусалима, является третьей святыней ислама после мечети Аль-Харам в Мекке и мечети пророка в Медине. Мечеть Аль-Акса была первой киблой в исламе до перенесения ее в Мекку. Кибла – это направление, в сторону которого мусульмане обращаются лицом во время молитвы. С этим местом связано ночное путешествие пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и его вознесение. В этом месте Мухаммад встретил пророков, посланных до него: Авраама, Ибрахима, Моисея, Мусу и Иисуса, Ису, и совершил молитву в качестве имама. После молитвы ангелы рассекли Мухаммаду грудь и омыли его сердце, и тогда он совершил восхождение на небо по лестнице ангелов и посетил 7 небес, после чего предстал перед Аллахом, который открыл Мухаммаду правила мусульманской молитвы. Первое здание мечети Аль-Акса было построено халифом Умаром бен Аль-Хаттабом в 636 году нашей эры на Храмовой горе. Первоначально это был небольшой молитвенный дом. Нынешнее сооружение было заложено халифом Абдель-аль-Маликом из династии Аммиядов в 709-714 годах нашей эры. Здание неоднократно перестраивалось, страдало от разрушений и пожаров. Когда крестоносцы захватили Иерусалим, они использовали часть мечети как церковь, а в другой части проживали рыцари-тамплиеры и хранили там свое оружие и снаряжение. Когда Иерусалим перешел во власть султана Саладина, здание опять стало функционировать как мечеть. Мечеть представляет собой 7 галерей, одна центральная и еще по 3 с западной и восточной сторон. Центральная галерея широкая и немного возвышена над полом. В центре мечети установлен купол.
купол. С внутренней стороны он покрыт мозаикой, а с внешней – свинцовыми пластинами. Внутри мечети находится множество мраморных колонн, каменных столбов и арочных перекрытий. В мечеть Аль-Акса можно попасть через 7 дверей с северной стороны, каждая из которых ведет в одну из галерей. Имеется еще несколько дверей с западной, восточной и южной сторон. Мечеть имеет большое подвальное помещение, известное под названием Соломоновы конюшни. Крестоносцы использовали их действительно в качестве конюшен. Стены мечети до половины покрыты белым мрамором, а выше великолепными мозаиками. Мечеть Аль-Акса – одна из самых крупных мечетей. Во время пятничных молитв она может вместить до 5000 молящихся. Часто мечеть Аль-Акса путают с куполом скалы Кубат-ас-Сахра, мечетью, находящейся неподалеку. Очевидно, это происходит из-за ее великолепного золотого купола. Купол мечети Аль-Акса более скромен, но именно она имеет своим вторым названием мечеть Умара по имени основателя халифа Умара ибн Хаттаба. А мы продолжаем нашу программу, и в гостях у нас преподаватель исламских наук Хайруниса Яглыева. Хайруниса Ханум, многие думают, что женщина в исламе не имеет права выбирать себе мужа. И если родители выбирают ей человека, она не имеет права отказаться, даже если он ей не нравится, она вынуждена покориться. Правда ли это? Ну, это, знаете, это обычай. Этот обычай было еще с старинных времен. Если родители соблюдающие, если родители живут по нормам ислама, по закону ислама, и если они воспитали свою дочь таким же нормам, то я уверена, что дочка согласится с выбором родителей. Но если родители предлагают что-то не желающее, не то, что не нравится дочери, опять-таки для родителей важно счастье дочери. Если они уважают ее мнение, то они прислушаются и к ней. Здесь, понимаете, взаимопонимание двух сторон должно быть, потому что принуждения нету. Если девушке не нравится этот молодой человек, который ей предлагают, ну, советуют родители, опять-таки она имеет право сказать это родителям. Но опять-таки, если настаивается и там никаких больше выборов, то женщина не пойдет же против воли родителей. То есть она все-таки должна согласиться да, с мнением? Да. Но опять-таки, говорю, родители должны думать в первую очередь о счастье и благополучии своей дочери. Скажите, пожалуйста, является ли в современной динамичной жизни хиджаб помехой для мусульманки в реализации своих целей? Это, конечно, такой вопрос, который постоянно задается. Хиджаб – это, как вам сказать, не барьер, который загораживает мусульманку от жизни, от мирского. То есть хиджаб – это защита нас от мирской грязи. Но она нам не запрещает вести обычный образ жизни. Обычной женщины, которая хочет быть счастливой, которая хочет чего-то достичь в жизни, какой-то цели. Хиджаб – это не помеха. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.